Виктор Каратаев – коневод-любитель. Лошадей разводит для души. Сколько себя помнит, его всегда тянуло к лошадям. С годами любовь к копытным стала еще сильней. Так в 90-е годы прошлого столетия купил сначала жеребенка, а дальше пошло. Ну, вон тут еще две кобылки, жеребец, жеребенок. Вот, этой кличку пока еще не дали. Вот, Милка, 4 года. На, Милка. Мандалина, это у Мандалины дочь. Мандалине тоже у нас 4 года. И есть жеребец у нас тут еще. Зовут его Барон. Барон, ну-ка, давай. Русский тяж. Да, Барон. Вот на будущий год ждем от него уже племя. Ну, ему 5 лет. Спокойный, хороший. Лошади для Виктора Ивановича, как члены семьи, про каждую может с любовью рассказывать подолгу. У каждого свой характер, как у людей. Кто-то боится. С одной стороны не подойдешь, с другой стороны. Вот у всех свой характер. Кто-то машин боится, кто-то опять машин не боится. Вот все разные. У всех свое, надо каждому подход. Откуда такая любовь к лошадям, Виктор Иванович точно объяснить не может. Говорит, гены, наверное, такие. Не может без лошадей, и все. В первом классе на лошадку сел, отец конюшил, и все как бы не прерывалась эта работа. В армии даже катался на лошади. Наверное, лошадь в жизнь Виктора Каратаева вошла с самого рождения. Вначале незримо через витавшие в родительском доме запахи от одежды отца коневода, от ветерка со стороны конюшни. И, конечно же, через доносящиеся звуки, топот конских копыт и протяжное ржание. А рассказы отца эту любовь укрепили. Раньше ведь без лошадей никак. Основную ведь роль и в хозяйстве. Лошади ведь работу делали. Отец воевал там Великую Отечественную войну. Они же очень на войне даже помогали лошади. Техники ведь не было столько, и голод утоляли. В блокаде Ленинграда воевал, так. Там вот мертвых уже стылых лошадей ели. Костер не зажгешь. Бомбежки, да чё. Раньше для удмуртов лошадь являлась культовым атрибутом, мерилом достатка. По количеству лошадей судили о состоятельности хозяйства, семьи. Когда не было возможности держать одновременно лошадь и корову, удмурты предпочитали расстаться с коровой, чем с лошадью, ибо отсутствие последней означало потерю хозяйственной самостоятельности. Возможно, поэтому в исчезнувших деревнях Лесная Поляна, Русский Изаил, Петропавловский, Новое Жуё старались держать в хозяйстве их как можно больше. На мельницах, будь то водяные или ветряные, тоже без лошадей не обходилось. При Волковской, Кылтовской мельницах они были настоящими помощниками. Даже в годы советской власти в каждой деревне был большой табун. И то лошадей не хватало. Приходилось в очередь стоять за лошадкой, вспоминает Виктор Иванович. А лошадь кормилица, картошку садили на лошади. Все ведь работаю в деревне на лошадях. Все ведь. Картошку, сено возили, дрова возили, все на лошади. А нынче на увлечение Виктора Ивановича смотрят как на диковинку. Спрашивают, мол, зачем тебе это надо, лишние хлопоты. А какая может быть нагрузка, если делаешь с любовью? Это не нагрузка, а отдых, отвечает им коневод. Пашу, сено загребаю, на природу выехал, там же все чувствуешь, каждый шорох, запах. Все вот это. Да просто вышел,
Устал, что-то работал, к лошадям вышел, погладил, на тебя подышали, все, уже бодрость. Нынче разведение лошадей, некогда являвшееся одним из важнейших направлений животноводства, ушло в небытие. В крае была известна прекрасная порода вятская, отличающаяся выносливостью, скоростью и бережливостью. В середине 19 века она считалась лучшей лошадью для запряжки тройки, даже шла на экспорт. Теперь эта порода внесена в список, находящийся под угрозой исчезновения. Необходимость использования конных троек давно отпал, да и одну лошадку запрячь проблематично. Не сразу найдешь человека, который умеет это делать. Уздечка. Одеваем. Вот этот трендель надо одевать, чтобы управлять лошадкой хорошо. Вот она тут застегивается, и лошадка уже сама рот открывает, все знает. Потом одеваем хомут. Хомут одеваем, вот, переворачиваем его широкой частью на голову, потому что голова тут шире. Вот она легче заходит, и по узкому месту поворачиваем и на место. Седелка. Тут с любой стороны, они бывают с двумя застежками, у меня уже под одну лошадь сделано. Вот это. С одной застежкой. И чуть-чуть его потуже, чтобы она сидела на спине, туда-сюда не упала. Дальше вот это подпруги через седельник, подбрюшник. Лошадь заводим в оглобли. Есть два метода заводить. Можно задом только, или вот как я, задом отсюда. Кто как, кто боится через оглобли, задом вводим. Запрягаем с левой стороны, вот эти подпруги ложим с левой стороны. Сперва вот через седельник, а потом под брюшник. Если подбрюшник сперва сделаем, упряжка у нас будет уходить. А этот подбрюшник роль тормоза еще играет. Чуть назад. Ну тут дуга берем, и вот дугу надо, это гужи называются, спереди гужей дуга, колечко спереди, чтобы было. А тут чуть-чуть наоборот, гужи сзади. Спереди сделаешь, упряжка уйдет. Тут вот это супонем должен быть кожаный. По работе у меня работа такая. Сделал я просто из шпагата. Супонь надо постоянно обрабатывать дегтем. Руки пахнут. И вот с помощью ноги затягиваем. Туда дуга не с этого хомута, так. И вот примерно смотрим, чтобы не сильно хомут натянул, шею давил. А тут тоже специальный узел должен быть, чтобы он хорошо, быстро развязывался. Там где-то лошадь застряла, упала, подскользнулась, чтобы распрячь уже быстро.
Вот он такая петля делается. Его раз, и он все распрягся. Всяко бывает. Через сидельник он, чтоб не слишком далеко. Стой, стой. Кто как говорит, что расстояние от сиделки до хомута и тут же такое вот эти должны быть. Его вот эту упряжку саму чуть-чуть подтягиваем, вот, если чуть хомут великоват, чтобы не на шее только сидел. Вот этот груз. Тут тоже, что узел должен быть этот быстро развязывающийся. Раз дернул. Подбрючник то же самое вот. Она еще, чтобы упряжка не играла, такую роль играет. Поводья вот через кольцо и за углобли. Потом вожжи. Вожжи бывают разные, у кого как. У меня сейчас просто с карабинчиками, тут застежками делаем. Сейчас карабинчики появились у нас. Раз. И быстро развязывается. Лошадь готова. Но детей, как и 100 и более лет назад, тянет к лошадям. Может быть, это тоже гены, так сказать, отголоски глубин человеческой памяти, ибо лошадь сопутствовала человеку на всем протяжении истории. Может, поэтому в глазах ребенка радость. А если еще и прокатить ребенка на лошади, это полный восторг. Виктор Иванович никогда не отказывает детям. Если есть возможность подарить детям незабываемое впечатление, почему бы и нет? И от этого сам получает удовольствие. Сегодня люди мало ездят на лошадях, так как у них появились машины и самолеты. Однако лошадь возвращается к нам вместе с возрастающим стремлением человека быть как можно ближе к природе, к естеству. Теперь лошадь – это самый популярный спутник активного отдыха. Крепкие узы связывают человека и лошадь. Взаимоотношения между ними постоянно развиваются. Поэтому вне зависимости от того, какими темпами будет развиваться наука и техника, человек всегда будет нуждаться в лошади.